Сейчас мы находимся на территории специального лечебно-исправительного учреждения, которое было построено на территории исправительной колонии номер 31. Построили современную, отвечающую стандартам, именно специализированную тюремную больницу, рассчитана на 315 койко-мест. Здесь имеется 16 отделений. Это хирургическое отделение, многопрофильное терапевтическое отделение, психоневрологическое отделение, инфекционное отделение, противотуберкулезное отделение. Вот здесь проходит лечение осужденные и обвиняемые, в которые в качестве меры пресечения применено заключение по страже. То есть я имею в виду тех обвиняемых, которые содержатся в следственных изоляторах. Да? То есть в тех случаях, когда необходима им уже специализированная медицинская помощь, они направляются в это учреждение. Для обеспечения безопасности медперсонала у нас аттестованный состав сотрудников, то есть сотрудники, которые погоны носят, количество достаточное. Женский медперсонал, по одному они не ходят здесь, всегда под сопровождением сотрудников в форме такой. Обеспечение безопасности сотрудников – это наша основная тоже задача. Сегодня у нас в учреждении номер 2 службы исполнения наказания находятся, срок отбывает около 200 женщин. Из них в производственном участке у нас работает около 70, 74, вот так, каждый день. Там число разное бывает. По линии обеспечения медикаментами или медобслуживания у нас в учреждении имеется медицинская часть, медперсонал. Каждый обратившийся осужденный вполне получает медицинскую помощь. При необходимости или остроты заболевания мы вывозим через разрешение с нашего руководства СИН согласованием в городские больницы или частные лабораторные, чтобы для дальнейшего анализа, для постановки конкретного диагноза. После завершения реабилитации на добровольной основе они могут пройти в чистую зону. Центр реабилитации и социальной адаптации «Чистая зона». В Атланте они учатся трезво мыслить, проходят определенную реабилитацию, там определенные темы у нас есть, и лекции, тренинги, индивидуальная консультация, тренинги по ассертивному поведению, тренинги по профилактике срыва и выполняют 28 работ. Только после завершения 28 работ они могут пройти в реабилитацию.